Еще мы скажем по секрету, нам не придется здесь скучать. Когда закончатся уроки, мы будем петь и танцевать. Стишки, песни, танцы и, главное, хорошее настроение. К торжественному открытию нового лицея учащиеся готовы. При этом занятия в новом образовательном учреждении стартовали в начале ноября. Открытие нового многопрофильного лицея стало долгожданным событием не только для жителей Аль-Юрта, но и для всего региона. Учебное заведение на 704 места обещает стать центром образования и инноваций. Учащимся представлены уникальные возможности для развития и самовыражения. Главная цель нового учреждения – развивать не только академические знания, но и творческие способности, лидерские качества и критическое мышление. Объект построен в рамках нацпроекта образования. Здание лицея состоит из 3 этажей. Здесь расположены столовая на 180 мест, гардеробные, просторные коридоры, кабинеты начальных классов, медицинский кабинет, включающий стоматологические, актовые, спортивные залы, кабинеты технологии по обработке древесины и металла. Здесь предполагаются много профилей. Это изучение, углубленное изучение определенных предметов, которые дают развитие, как общее развитие, так и всестороннее развитие ребенка. Помимо общего образования ребенок будет получать и дополнительное образование. В общем, объект полностью готов к образовательному процессу. Разделить радость важного события в жизни детей и педагогов приехал глава республики Махмуд Али Калиматов. Поздравляют с открытием лицея также министр образования и науки, вице-премьер и заместитель председателя парламента. Юные таланты лицея порадовали гостей теплым приемом и яркими номерами. Руководство страны и республики уделяет особое внимание созданию условий для воспитания молодого поколения. И сегодняшнее открытие стало еще одним тому подтверждением. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что знаковым является и открытие нового лицея в год семьи, объявленном Владимиром Путиным. Создание таких условий в школе – это требование к себе. Теперь Аль-Юрте будет односменка. Я думаю, с Нового года уж точно. Я хочу при этом еще спасибо сказать строителям, подрядчикам, которые вложили красоту и в чистоту это. Первые года 2-3 я там в цоколь залезал, подвалы, вокруг, понимаете, тавалы ждыкос, мартатотл, хатиди ахамди, объект хатицы гасясян. А сейчас я уже так прихожу и верю, у нас хорошие подрядчики, они стараются делать, чтобы было уютно и красиво. Но самое главное, те условия, те кабинеты, которые перечислили ведущие, вы знаете, вот здесь можно развиваться и подготовиться уже точно в любой вуз, то есть высшее учебное заведение, университет, там какие-то ребята, может быть, какие-то военные училища. Достоинство человека, оно начинается с условий, где он находится. Он тогда гордится. Только мы должны бережно относиться к тем предметам, которые здесь нам предоставило государство. Вот чтобы все, что вы задумали, что вы думали, мечтали, что притворилось в жизнь. Дал я тубаху бышен. Но дал ее бахан хадасу. То есть, чтобы сдать экзамен, надо учить предмет. Бахан сда, а экзамен потом получится. Это бабувей. Поэтому я хочу вас поздравить. Хочу поздравить сельское поселение Аль-Юрт. Хочу поздравить главу района. Я сегодня хочу поздравить директора лицея, да и всех педагогов. Вот чтобы у вас все получалось в этой жизни. В знак сохранения этого значимого события в истории республики главу региона попросили подписать учредительную грамоту многопрофильного лицея номер 1. Да будет лицей вечным источником просвещения и вдохновения, готовящим нашу молодежь к достойному служению республики и Отечеству. В 1811 году, когда впервые открывался лицей, истории становления лицеиста вообще России,
император Александр I подписал учредительную грамоту. И сегодня глава Республики Ингушетия Махмуд Али Макшарипович подписал нашу учредительную грамоту. Это очень символично. Далее для гостей провели экскурсию по новому объекту. Каждый из 5 блоков – это портал в новый мир. От языков и информатики до мастерских. В здании десятки оборудованных кабинетов, библиотека, читальный зал, лаборатории, интерактивные доски, электронно-вычислительная техника. На объекте проведены все необходимые коммуникации, предусмотрены очистные сооружения. После осмотра здания Махмуд Али Калиматов пообщался с застройщиками. Я сказал еще 3 года, 5 лет назад, кто не будет надлежащее выполнять, потому что бирж дежмерия, школе, детский сад, значит, сон дежмеждуажер. Поэтому будьте добры, делайте так, чтобы здесь потом не ломать, не переделывать, не ходить. Новый лицей объединяет классическое образование с новейшими образовательными технологиями. Здесь создано пространство, которое позволит каждому ребенку найти себя. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что важно делать акцент на раскрытии творческого потенциала подрастающего поколения, а условия в современных учебных заведениях, безусловно, это позволяют. У нас школьные скамьи должны уже люди в творчество идти. Нам не хватает. У нас Дом культур более около 30. Нам не хватает руководителей Дома культуры. Понимаете? Не хватает прям. Нет специалистов, которые должны. Можно знания, там, книжки читать, уроки. Все можно сделать. В спортзале можно здоровье. Но душу наполняет творчество, культура. У нас 2 театра не начали строить. У нас очень большое ожидание, 25-м, может быть, в крайнем случае, 26-м закончим филармонию строить, чтобы у них было перспективы. У детей. Скажите, пожалуйста, поддержали бы вы идею проведения республиканского конкурса творческих коллективов общеобразовательных учреждений на приз главы Ингушетии для развития творчества школы? Вот у нас здесь вице-премьер Сагова, вот, и министр. Вот, надо, чтобы министр культуры, я полагаю, я поддержу. Мало того, гранты выделим. Да. Если республиканский сперва сделать, надо с Министерством культуры правительство обсудить и конкурс объявить сперва по районам, городам, выйти потом на плоскость республики, а в республике уже с другими регионами. Поддержим. От гуманитарных до естественно-научных дисциплин лицей предлагает широкий спектр программ. Учиться в стенах нового лицея будут в одну смену. Списки учащихся все еще формируются. Уже набрано более 300 детей. Здесь идеально сочетаются учебный дух и уютная атмосфера, делятся дети. Во-первых, эта школа, она очень большая, просторная. Тут очень большие светлые коридоры, большие классы, много классов. Какое настроение у тебя сегодня? Отличное. Нравится тебе в новой школе? Что тебя здесь больше впечатляет? Ну, столовая, учиться в классе. Столовая в первую очередь, да? Или больше уроки? Больше всего мне нравится учиться. Что ты больше получаешь, 5 или 4? 5. Молодец. У нас есть кулинария, есть столярное дело, есть вышивание, труд, очень много разнообразных уроков. Под впечатлением от масштабов и современности школы и педагогии им точно есть с чем сравнить. Делится, что эти условия не только в радость детям, но и значительно облегчают задачу учителям. Интересно и насыщенно донести информацию до учащихся. Я работаю с 1989 года в системе образования. Это уже в этом году будет 35 лет. Конечно, огромные изменения произошли. Я рада, что улучшаются условия образования для детей. Учитель географии, вот что для вас важно? Нет, он оснащен на высшем уровне. Вот есть все, начиная от наглядности до технологий. Это мой первый опыт работы в сфере преподавания, и я очень рада, что именно свою карьеру, так скажем, я начинаю именно в этом лицее.
Приятно не только внутри, но и снаружи. Особое внимание уделили благоустройству дворовой и прилегающей территории лицея. Здесь монтированы игровые площадки, установлены лавочки, урны, проведено освещение, проложены тротуары. Каждый, кто проезжает мимо этого лицея, родители даже в вечернее время приходят сюда с семьями. Здесь дети отдыхают. Это территория, зона отдыха для многих молодых семей, потому что здесь созданы все необходимые условия. Здесь баскетбольная площадка, волейбольная площадка, футбольное поле. Также очень много, вы видите, площадки обустроены для детей начального звена, среднего звена. Особый акцент при строительстве соцобъектов застройщики делают на безопасности. Так, здесь предусмотрены аварийные выходы, пожарная сигнализация, видеонаблюдение по всему периметру здания. Особенно в лицее позаботились о комфорте детей с ОВЗ. Оборудованы пандусы, поручни. Также работают 2 лифта. Все условия есть. Детям остается постигать знания и радовать хорошими результатами. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Магаз 24.